Интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Центр поддержки экспорта республики развивает экспортные направления, открывает новые рынки и укрепляет позицию республики на мировой арене. Центр повсеместно оказывает содействие выходу субъектов малого и среднего предпринимательства Якутии на международные рынки товаров и услуг. О деятельности Центра за предыдущий год и в целом о целях и задачах некоммерческой организации мы поговорим сегодня. Гостья в студии Айталина Никифорова, генеральный директор Центра поддержки экспорта Республики Саха-Якутия. Айталина Гавриловна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот каковы итоги внешнеэкономической деятельности республики за прошлый год? Вот общая информация. Ага, хорошо. Значит, согласно статистическим данным Федеральной таможенной службы, в целом результаты внешнеэкономической деятельности Республики Саха-Якутия, они, на мой взгляд, претерпели, конечно же, влияние санкционной политики в отношении нашей страны. То есть мы видим некоторое снижение общего объема внешнеторгового оборота, это примерно на 3%. Мы видим снижение количества стран-контрагентов Республики Саха-Якутия, это до 45 единиц, то есть с 45 странами, зарубежными странами у нас велась экспортная деятельность. Но вместе с тем отмечается рост количества самих участников внешнеэкономической деятельности. У нас ведущими странами по внешнеторговому обороту стали в прошлом году это Китайская Народная Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Индия, Казахстан. Ну и коль скоро мы занимаемся экспортной деятельностью, то немножко цифр по экспорту. Значит, эти же страны и плюс Республика Корея, Бельгия, Гонконг являются нашими основными контрагентами по экспорту. Основные статьи экспорта у нас не изменились, носят сырьевой характер. Это каменный уголь, руды, концентраты драгоценных металлов, это алмазы обработанные, необработанные. На долю вот этих вот стран основных контрагентов по экспорту приходится более половины общего объема экспорта. Но в целом хочу сказать, что несмотря на некоторый, на мой взгляд, некритичный спад в объемах общей внешнеэкономической торговли, тут можно сказать, что этому способствовало в том числе те меры поддержки, которые оказываются на региональном федеральном уровне. Они оказываются любым компаниям, большим, крупным, малым, и на различных стадиях их экспортной деятельности. Вкратце об внешнеэкономической деятельности Республики Саха-Якутия за прошлый год такая информация. Поговорим подробнее о деятельности вашего центра. Расскажите о самом Центре поддержки экспорта, когда он был создан и какие основные задачи выполняет. Центр поддержки экспорта Республики Саха-Якутия как отдельная юридическая единица в форме автономной некоммерческой организации начал свою деятельность в 2020 году. Тут надо сказать, что Центр является региональной структурой акционерного общества «Российский экспортный центр» РЭЦ. РЭЦ – это государственная инфраструктура, которая поддерживает развитие несырьевого экспорта. Вообще группа РЭЦ – это несколько компаний, объединенных для того, чтобы предоставлять меры поддержки как финансового, так и нефинансового характера. В группу РЭЦ входят страховое агентство «Эксар», Российский импортный банк «Росэксимбанк» и образовательная структура «Школа экспорта». В целом вообще такая сеть у РЭЦ, региональная сеть, я имею в виду, она разветвленная. Такие региональные центры поддержки экспорта работают в более чем 80 регионах Российской Федерации. Более того, у РЭЦ есть и своя зарубежная сеть. Представительства РЭЦ, они работают сейчас в 12 зарубежных государствах. Но тут еще в рамках этой структуры поддержки экспортеров нельзя забывать и про торговые представительства Российской Федерации в зарубежных государствах. Они также помогают экспортерам при выходе на зарубежные рынки. Курирующим министерством РЭЦ и, соответственно, региональных центров поддержки экспорта является Министерство экономического развития Российской Федерации. Наш экспортный центр, наша деятельность направлена на выполнение показателей национального проекта международной кооперации и экспорт. Соответственно, основные цели и задачи центра, они заключается в следующем. Это увеличение общего объема экспорта региона, это увеличение объема экспорта услуг региона, это вовлечение новых субъектов малого и среднего предпринимательства в экспортную деятельность, это увеличение их доли в объеме несырьевого экспорта.
Ну и также отраслевая диверсификация и расширение географии поставок именно субъектов МСП, зарегистрированных на территории региона. То есть, иными словами, Центр поддержки экспорта оказывает услуги, помощь в выходе наших местных якутских компаний с их продукцией, с их услугами на внешние рынки, помогает выстраивать отношения компаниям с зарубежными партнерами, помогает им адаптировать свой продукт, услугу, ну и так далее. То есть оказывает практически весь спектр услуг, которые необходимы вот от самого начала экспортной деятельности, когда возникает только идея об экспорте, до, ну, как мы говорим, финального цикла экспортного проекта — это оплата за поставленный товар или услуги. Поэтому условно, очень условно я могу разделить те услуги, которые оказывает наш центр, на 3 группы. Это для начинающих экспортеров, то есть, как я сказала, у тех, у кого возникла идея экспортировать. То есть им мы в первую очередь предлагаем образовательные услуги. Тут мы работаем совместно, вот как я уже упоминала, со школой экспорта Российского экспортного центра. У школы экспорта есть свои аккредитованные, сертифицированные федеральные тренеры. Школа экспорта разработала программу «Жизненный цикл экспортного проекта». То есть это тот базис, та основа знаний, которая необходима компаниям при выходе на внешние рынки. То есть буквально дается ответ, с чего начать, как начать вообще, что такое экспорт, какие риски там есть, какие перспективы открываются. Вот, это вот первая группа. Теперь получается вторая группа, тоже условно. Это для тех компаний, которые имеют уже какой-то готовый продукт, услугу, которую они готовы поставлять на внешний рынок. В этом случае мы помогаем этим компаниям с поиском иностранного покупателя, с выбором какой-то конкретного рынка в зарубежной стране. Кроме этого, они могут принять у нас участие в выставках международных, как в России, так и за рубежом, в бизнес-миссиях. Вот. Ну, такой спектр разный для таких компаний. Кроме этого, конечно, и третья группа наших услуг — это вот уже для действующих экспортеров. К нам они, как правило, обращаются уже с конкретными требованиями по услуге. Это как сопровождение экспертизы внешнеторгового контракта. Тут мы привлекаем, конечно, экспертов, в том числе Российского экспортного центра. Это юристы-международники, это квалифицированные переводчики для перевода самого текста на язык иностранный. Кроме этого, это содействие в оформлении таможенных документов, в транспортировке экспортируемой продукции. Вот. Ну и также, значит, можно у нас заказать маркетинговые исследования, да, какие-то получения разрешительных документов для вывоза продукции, ну и большой перечень услуг. Тут я еще хочу сказать, что все эти услуги можно получить в онлайн-формате, то есть буквально из своего собственного офиса. Российский экспортный центр является оператором цифровой платформы «Мой экспорт». Это государственная цифровая платформа, она специально для экспортеров. То есть это работающая по принципу одного окна. Это как госуслуги, но только для экспортеров. Вот. Для того, чтобы там получить доступ на эту платформу, компаниям, конечно, необходимо зарегистрироваться, открыть свой личный кабинет. Это можно сделать через ту же самую платформу госуслуги или же с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи. На данный момент на платформе представлены более 500 услуг с мерами региональной и федеральной поддержки, а также с партнерскими услугами РЭЦ. Вот, ну, вкратце, вот так вот. То есть можно сказать так, да, что если компания, например, желает выйти на внешние рынки, она может получить полный спектр услуг в вашем центре, да, то есть начиная вообще от первых консультаций и заканчивая уже получением прибыли от внешних партнеров. Да, совершенно верно. Вот какие основные итоги, да, прошлого года вы могли бы отметить вашей работы? Ага, хорошо. Ну, в прошлом году, начну с цифр конкретно, значит, в прошлом году центром было оказано более 500 услуг по вопросам внешнеэкономической деятельности. Мы оказали услугу 201 компании Республики Саха-Якутия. Это субъекты малого и среднего предпринимательства. Я тут забыла сказать, что центр в первую очередь работает с субъектами малого и среднего предпринимательства, зарегистрированными на территории Республики Саха-Якутия. По итогам предоставленных услуг 13 компаний-экспортеров заключили экспортные контракты на сумму более чем $3 миллиона.
Вот. И в целом отмечается по итогам 2023 года прирост как количества экспортеров, субъектов МСП, так и прирост объема экспортируемой ими продукции несырьевого характера. Вот. Ну и если остановиться конкретно о тех мероприятиях, о тех услугах, которые были осуществлены центром в прошлом году, то можно отметить это, вот то, что я говорила, наши образовательные услуги. У нас было проведено 8 семинаров школы экспорта, был проведен ряд практических вебинаров, мастер-классов на актуальные темы конкретно для экспортеров Республики Саха-Якутия. Ну, такие семинары, на мой взгляд, сейчас очень актуальны в связи с волатильностью всего того, что происходит сейчас на внешних рынках. Да? Ну и то, что мы претерпеваем сейчас, это ежедневные чуть ли не санкции на экономику Российской Федерации. Вот. Кроме этого, были организованы 4 бизнес-миссии, 2 в Республику Казахстан, а также в Монголию, Китайскую Народную Республику. Было организовано участие компаний республики с коллективным стендом на 6 международных выставках, это в России и за рубежом. Кроме этого, мы оказали содействие в размещении продукции якутской компании на электронной торговой площадке Lazada. Эта площадка находится в Юго-Восточной Азии. И в этом году, вот в начале 2024-го, начались небольшие продажи этой продукции на данной площадке. Кроме этого, ну, конечно, мы оказывали услуги и по сопровождению экспортных контрактов, по поиску иностранного покупателя. По итогам данной услуги у нас был заключен экспортный контракт на поставку в Республику Корея. Кроме этого, оказали содействие в транспортировке экспортной продукции до Китайской Народной Республики, помогли с получением документации патентной документации на интеллектуальную собственность в Монголии. Также одна компания у нас прошла акселерационную программу в школе Сколково. Ну вот это, если это вкратко об итогах 2020. У нас остается примерно 1 минутка. Вот расскажите о ближайших мероприятиях. Значит, 24-й год уже половина прошла, у нас проведено много разных мероприятий, это те же самые семинары, плюс ко всему мы были и на бизнес-миссии в Республике Казахстан, по итогам которой у нас заключено 9 экспортных контрактов на поставку продукции якутской на рынок Казахстана. Кроме этого, уже принято участие в 3 международных выставках в России и в Китае. Но и до конца года у нас планируется также участие 3 компаний якутских, но уже с индивидуальным стендом на международных выставках в России и, опять же, в Китае. Кроме этого, бизнес-миссия у нас планируется в Монголию в конце сентября, в Китай в октябре, ну и в Турцию в ноябре. Также мы готовим кампанию для акселерационной программы о фонде развития интернет-инициатив. И более того, вот у нас продолжаются наши образовательные услуги. Допустим, уже ближайший у нас состоится 19 июня в центре «Мой бизнес» по адресу переулок Энергетиков. Будет посвящен эффективной деловой коммуникации для экспортеров. Ведь по сути, что такое экспорт? Это коммуникация с зарубежным партнером. То есть от того, насколько правильно и корректно будет поставлена эта коммуникация, в общем-то, зависит и успех экспортного проекта. В целом наш Центр поддержки экспорта открыт для прямого диалога с предпринимателями. Более того, я приглашаю предпринимателей активно общаться с нами. Мы ждем от них идеи, предложений для совместного сотрудничества. Ну что ж, несмотря на обстановку в мире, внешние рынки развивать нужно. Поэтому действительно мы призываем наш бизнес обращаться в ваш центр, получить поддержку, ну и выходить на внешние рынки. Елена Гавриловна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы. Спасибо большое. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.